Если есть вопросы, пожалуйста. Да. Пожалуйста, заявители. Микрофон включите, да, пожалуйста. Вы говорите, я не подвергался опасности. Вы знаете, положение было, есть такой Токон Мамытов, который рассказал мне, он на границе служил, 4 офицера ушли на 3 часа за границу, Афганистан, и уже стали участниками войны. А я был 2 года и мотался по всей области, и под стрелами, и так далее, и так далее. И я не участник войны. Как-то потом Министерство обороны подписало все документы. Генерал-майор Алымкожой, уже участник войны, он меня поддержал. Он же был, извините, сам участник боевых действий. И он видел нашу работу. И получается, что 2 года 2 часам не равно даже. Как это? Ну, я с вами спорить не буду. Здесь как представитель я вам уже сказал. Можно сказать, вот категории 3, категории 2 тоже есть. Военнообязанные, призвавшиеся на учебные сборы и военнослужащих автомобильных батальонов, осуществляющие доставку грузов в Афганистан в период введения боевых действий. У них тоже вот они не раз проходили, и в отличие от вас, которых охраняли, там, оберегали и так далее, функции у вас другие были, они груз возили, боеприпасы, горючие смазочные материалы, и они были целью номер 1, когда колонна проходила. Они не пользуются. Я согласен, я тоже за то, чтобы у них льготы были. Если ваш сейчас вопрос пройдет, пройдут и эти другие товарищи, потому что я работаю еще в межведомственной комиссии по проверке афганцев, очень много жалоб им обращается. Тоже там просят изменить закон, чтобы их тоже приравняли. И у нас будет куча других желающих получить компенсацию от государства. Есть еще вопросы? Я еще раз прошу. Значит, то, что я руководил советниками, советники меньше меня ездили по делам, по боевым, я больше их ездил, они льготы получили, я не получил. Потом, вы знаете, что такое из Баграма ездит Чарикар, Паншер там, и так далее, и так далее. Это не игра, а вы говорите, я там жена, что ли, в Баграме была вы рядом. были там, рядом были, мы в Баграме внутри были. За голову нашего командира $1 миллион. Больше никому там не обещали столько. Это что-то значит, поэтому я не считаю, что мы с вами должны быть в одинаковом положении. Ну, я-то под отстрелом бывал, под минами бывал. У вас охраняли, оберегали, у вас куча телохранителей и так далее. Какие телохранители? У меня не было никакого. Нет, давайте переводчик не будем был. превращать суд балаган. Хорошо. Если у вас есть вопрос, конкретно сформулируйте, Олег Павлович. Я хочу спросить. Прошу. Какая-то точка зрения Министерства обороны. Один министр поддерживает, Нет, другой поддерживает. Сейчас была высказана в суде официальная позиция Министерства обороны. Я хочу спросить, когда же кончится это меняние, замена мнений министерства? То так, то так, то так. Что это такое? Я не знаю. У нас... Мы в материал дела не видели, чтобы какая-то официальная позиция была иная, нежели чем высказана здесь. У вас есть? У вас есть такие документы, официальные документы Министерства обороны, которые противоречат, скажем, вот той позиции, которая высказана только что? Да, есть у меня. У меня есть мнение. Что именно? Ну, представьте суду. Суду представьте. Ну, у меня много документов. Он же знает Алымкожоева. Он же знает генерал-майор афганца. Да, мы с ними в хороших отношениях. Я думаю, что беседа и в дружественной обстановке, разговор одной, а официальной точки, я думаю, другой. И его точка зрения, письмо же есть у меня. Ну, представьте. Хорошо, вы не представили. Ну, так у меня их столько, откуда я знал, что вы такие вещи Всё, сами против себя будете. Микрофон выключите, пожалуйста. Гульдина Мылсовна, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Самат Кыштыбекович.
Вопросы есть у вас? Да, можно один вопрос? Ага. Эркин Алтынбекович, вот льгот участникам боевых действий на территории Демократической Республики Афганистан назначается на основании подтверждающих документов, да? То есть на основании соответствующей записи военной билеты или как? Обязательно. Это записи в военных билетах мы просматриваем потом. Если там и бывали случаи, что когда в полевых условиях не все записи были сделаны, или вот по как недобросовестное отношение там канцелярских работников, упущение. Но самое главное — это архивные документы. Архивные документы мы всегда запрашивали. Это самый главный документ является. А в военных билетах тоже и перечень есть, какие воинские части, с какого периода по какой период, и не только части, но и в каких государствах были военные и другие советники, с какого по какой период, все в законе в приложении указано. Поэтому все без соответствующих подтверждающих документов утверждать мы не можем, конечно. Еще есть А, вопросы? Олега Павловича нету, да, записи военной билеты? Нет, конечно, потому что он как военнослужащий не призывался. Его как специалист, партийный специалист был направлен по решениям ЦК КПСС. Больше Есть вопросов вопросы? нет. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Присаживайтесь.